Кунгуртук начинается с молодежного сквера, который строится по партийному проекту «Единой России. Живу, люблю, горжусь». Брусчатку кладут и в отдаленном Терехоле, с улыбкой комментирует Владислав Хавалык. Сквер еще не готов. Строители обещают управиться к сентябрю, но одно торжественное событие здесь все же состоялось. Терехольскому Кажуну передали ключи от новенького трактора МТЗ. На подходе к строящимся домам для детей-сирот в Рио главы Тувы наметанным глазом определяет. Жилье отличается от ранее виденного. Фундамент хороший, причем основание дома залито по всему периметру. Планировка комнат более удобная, а самое главное, по предложению администрации застройщик бесплатно увеличил жилую площадь, так что домики получились не в типовые 36, а в 42 квадратных метра. Мы еще построили побольше площади, квадрат площади на 1 метр мы добавили. Ну, и обои, сказали, красивые. Владислав Хавалык побывал и на строительной площадке, где возводится здание детсада на 60 мест. С бригадиром уточняют сроки завершения основных этапов. Главная задача – успеть до холодов закрыть контур и перейти к отделочным работам. У них по контракту до конца ноября необходимо данный корпус здания садика построить. То есть закрыть коробку? Да. Контур закрыть полностью с остеклением и зайти на отделочные работы. Владислав Александрович посмотрел на перспективу и какие задачи перед вами назначены? Сейчас нам необходимо в проекте детского сада посмотреть котельную для обеспечения в зимнее время теплом и своевременное выполнение отделочных работ. Стены садика будут возводить из сборных сэндвич-панелей. Размещаться здесь будут ясельные группы. В ближайшие 2-3 года в селе Кунгуртук должен появиться еще один полноценный детский сад на 160 мест. Место под строительство определено, проект на стадии подготовки. Посмотрел строящий детский садик. Если таким темпом пойдут, мы постараемся дальше поддержать в финансовом плане на вторую часть контракта. В зиму точно нужно туда заходить с теплом. Нужно строить котельную, да, чтобы мы могли зимой вести отделочную работу, внутреннюю отделочную работу. Познакомились гости с планами по дальнейшему использованию здания Дома культуры, построенного в советские годы. После введения в строй нового очага культуры, старое, но еще крепкое здание терехольцы хотят переделать под центр досуга молодежи. Заодно обновят и помещения для проведения внеурочной работы с младшеклассниками. По просьбе Рио главы Тувы инициативу сельчан взяло под шефство Республиканское министерство культуры. Мадар Сандан, Тува 24.